هل سمعتم قصة تحكي مجدا بسماها أم رأيتم شعلة شق في الأفق ضياها؟ هل سمعتم قصة تحكي مجدا بسماها أم رأيتم شعلة شق في الأفق ضياها؟ هم نجوم سطروا أحلى المعاني وبروج شيدوا الهمة فاني. هم نجوم سطروا أحلى المعاني وبروج شيدوا الهمة فاني. برياض الصالحات اسم دوما للعلا بثبات المخلصات حلقت نحو السماء. برياض الصالحات اسم دوما للعلا بثبات المخلصات حلقت نحو السماء. بثبات المخلصات حلقت نحو السماء. Хвала Аллаху, благословение и приветствие нашему господину, посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям. Мы продолжаем говорить о нашей госпоже, праведнице Асии, дочери Музахима, жене фараона. На прошлой лекции мы рассказали историю о матери Мусы, алейхиссалям, поскольку она была причиной, началу всей этой истории. Мать Мусы, алейхиссалям, положила своего любимого ребенка. Аллах вселил в ее сердце любовь к нему и в сердца всех людей, которые его увидели. Но, тем не менее, она отпустила его в реку, отпустила, уповая на Всевышнего. Тот, кто уповает на Аллаха, тому достаточно его. И в один из дней Аллах вернет сына к ней. Всевышний внушил ей об этом, и у нее появилась полная уверенность. Удивительным является и то, что Аллах показал чудо в небесной заботе. Она отпустила его в реку, коробка с ребенком поплыла в то место, которого она больше всего опасалась. Всевышний спас ребенка от убийства фараоном, забрав временно малыша у матери. Аллах сделал так, чтобы коробка поплыла во дворец фараона, чтобы мы все, люди, изучали и знали, воля Аллаха велика. Это подобно произошедшему с пророком, алейхиссалату вассалям, когда Аллах уберег его от многобожников с помощью паука и голубя, который снес яйца у пещеры. Это было самым надежным, чем все крепости, несмотря на то, что паук — хрупкое творение Аллаха. Однако это войско из войск Аллаха. Всевышний Аллах говорит: «Семья фараона подобрала его, чтобы он стал их врагом и печалью. Воистину, фараон, Хаман и их воины были грешниками». Они подобрали этот запертый сундучок, задаваясь вопросом, что же там внутри. В это время фараон и его жена Асия сидели в саду дворца. Сад выступал над рекой Нил, и с сундучком служащие пришли к ним. Они, открыв сундук, увидели там ребенка. Как только Асия посмотрела на ребенка, она увидела нур на его лице. И в этот момент проявилась та воля Аллаха: «Я одарил тебя своей любовью». Забота Господа перешла в благодатное сердце Асии, жены фараона. По воле Аллаха у Асии не было сына. У нее была дочь, а дочь была больна проказой. Когда она увидела этого ребенка, нур и чистоту в нем, то поняла, что он благодатный. И, взяв его пот, нанесла на свою дочь. И Аллах ее исцелил посредством бараката этого пророка. Всевышний сказал: «И тебя взрастили у меня на глазах». Это раб, о ком заботу проявлял сам Аллах. Всевышний нам рассказал о случае, поскольку человек иногда бывает зависящим от слов. Аллах сказал: «Вот услада очей для меня и тебя. Не убивайте его. Быть может, он принесет нам пользу, или же мы усыновим его». Они ни о чем не подозревали. Она сказала: «Услада очей для меня и тебя». Но высокомерный фараон сказал:
услада очей для тебя, но не для меня. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал: если бы фараон сказал: да, услада очей для меня и для тебя, то после этого он уверовал бы. Но прецедент, субханаллах, в них бывают мгновения, в которых ты обнаружишь то, что карандаши уже предначертали все в этом мире. Изначально же Аллах не раскрыл сердце фараона этому ребенку, и он не полюбил его, несмотря на то, что Аллах вселил любовь к нему в сердца всех людей. Сердце фараона отвернулось. Что послужило причиной этому? Причиной этому стала гордыня. Гордыня – это опасная болезнь, потому что она отвергает человека от лицезрения истины, ибо Аллах говорит: «Я отвращу от моих знамений тех, которые возгордились на земле». По причине его гордыни он не увидел чистоту, не почувствовал милость. Однако Асия, поскольку она была чиста и не горда, сказала: «Услада очей для меня и для тебя». Затем она сказала фараону: «Может, мы его оставим себе, он принесет нам пользу, или будет сыном для нас, или будет служить нам». Кто пошевелил ее сердце? Аллах, заботившийся об этом ребенке, но фараона опередило несчастье. Также одной из удивительных вещей было то, что между фараоном и Мусой была удивительная вражда. Фараон вежливо относился к своей жене, несмотря на то, что хотел убить этого ребенка. Это было его решением – убивать каждого ребенка из Бану Исраилов. Он сказал: может, этот ребенок из Бану Исраилов, его надо убить. Но Асия взяла его и сказала: оставь его мне. Может, он мне будет сыном, а может то, оставь со мной. Она хорошо относилась к мужу и не знала, что Аллах распоряжался ее и его сердцами. Говорят, что когда Муса, алейхиссалям, стал взрослеть, он хватал фараона за бороду, утомлял его. Наша госпожа Бариха, или как по-другому называли Юхана, сказала своей дочери: «Отправься незаметно за сундуком». Она сказала сестре Мусы: «Следуй за ним». Она наблюдала за ними издали, и они не замечали этого. Сестру Мусы звали Умму Кульсум. Она издалека следила за сундуком, плывущим по реке, наблюдала за тем, куда его занесет Аллах. Она наблюдала лишь издалека, потому что боялась, поскольку у фараона везде были его служащие, шпионы и власть, конечно. Каково было ее удивление, когда сундук приплыл во дворец фараона, и его служащие взяли сундук. Она в растерянности вернулась к маме со словами: «О, мама, сундук поплыл в то место, которого мы боимся, во дворец фараона». Это было большой неожиданностью. Аллах описал то состояние, в котором пребывала эта благодатная мать. Сердце матери Мусы опустело. Сердце матери Мусы опустело. Это удивительный аят. Какое это опустошение? Некоторые ученые сказали, что она была озабочена только Мусой. Думала: только Муса, Муса, Муса. Ее сердце было связано с ним. Другие ученые высказали более удивительное мнение, и это то, что меня удивило, и в действительности оно таковое. Они сказали, что это опустошение от всего, кроме Аллаха. Она бросила своего любимого сына в реку, и после этого ее связь со Всевышним только укрепилась. Опустошение от всего, кроме Аллаха. Она покорилась полностью, отлучилась от всего мирского. В ее руках не было ничего, все было в руках Аллаха. Это полноценная покорность, которой она достигла. Сердце матери Мусы опустело, она готова была раскрыть его, свой поступок, если бы мы не укрепили ее сердце. Да укрепит Аллах наши сердца. Это смысл, связанный в отношении нашей госпожи матери Мусы. Также говорят, что и в отношении людей пещеры. Мы укрепили их сердца, когда они встали и сказали:
это укрепление на истине, мы просим у Аллаха укрепить мое и ваши сердца. Укрепление значит возможность, раб, чье сердце Аллах укрепил. Аллах, если бы все небеса и земли накрылись друг на друга, если бы войска всех врагов объединились бы против человека, сердце которого Аллах укрепил, то не напугали бы его и не сразили бы, ничего и никогда не смогли бы изменить. Аллах укрепил ее сердце. Мы укрепили ее сердце, чтобы она оставалась верующей. Затем будет большая неожиданность. Аллах не оставил свою заботу об этой матери, ее ребенке и той женщине, которую Аллах подчинил. Это наша госпожа Асия, связавшая себя с Мусой, алейхиссалям. Говорят, что имя Муса ребенку дала Асия, потому что в их языке на воду или реку говорят «му», а «сад» — это «ща». И когда ребенка принесли, она сказала «муша». Это подарок нам от реки. Они не знали откуда, но усыновили его. И потом дали имя Муса. Забота Всевышнего обучает нас тому, чтобы мы уповали на Аллаха должным образом, что Всевышний не нарушает договор. На следующей лекции мы поговорим о выполнении Всевышним своего обещания, данного матери Мусы. Мы обнаружим прекрасные уроки, приносящие пользу нам в этой жизни, в наших взаимоотношениях со Всевышним. О Аллах, укрепи наши сердца так, как Ты укрепил сердце матери Мусы, и всели в наши сердца любовь к Тебе и любовь к Твоим пророкам и любимцам так, как Ты вселил в сердце нашей госпожи Асии по милости Твоей, о милостивый из милостивых.